Приветствуем зрителей телеканала ТНВ. Сегодня берем интервью у Ленара Мухамадиева. Он из Татарстана переехал в США. Добрый день, Ленар. Здравствуйте, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, Ленар, откуда вы, именно с какого района Татарстана переехали в США и когда это было? Я родом из Балтийского района, успел пожить в 3 деревнях Балтийского района. У меня папа с одного места, мама с другой деревни. Потом я родился в деревне Сардыган, это, по-моему, Старо-Соловойский сельсовет. Потом мы переехали по работе в село Нурма, это где папа у меня работал. Потом уже мы переехали в родину моей мамы, село Старый Соловойск, где я закончил школу, и после этого переехал в Казань и поступил в университет. Расскажите, вот как вы переехали в США и когда это было? Впервые в США я приехал, скажем так, в 2011 году. Сейчас очень мало людей по этой программе ездит, но тогда была программа очень популярная Work and Travel, и многие по этой программе ездили в США в целом на лето, на заработки, скажем так, и английский подтянуть. Когда я учился на 4-м курсе университета, была возможность поехать в США по программе Work and Travel. Я туда приехал и работал вообще в разных работах, и пиццу делал, и сэндвичи делал, и блины, и лимонад продавал, газоны косил. Полный набор всех разнорабочих профессий низкоквалифицированного мигранта. Поэтому и после этого я вернулся обратно заканчивать университет. Когда я закончил университет, у меня не было плана переезда куда-нибудь, но мне почему-то хотелось английский подтянуть, потому что я думал, что английский нужно подтянуть, и это открывает новые возможности. То есть у меня английский не такой уж прям очень плохой был, но почему-то я думал, что надо еще раз окунуться в среду. И в 2014 году, после окончания университета, и прожив некоторое время в Казани, я переехал обратно в США на курс английского, и так получилось, что я там остался, и вот уже, наверное, лет 7 там проживаю. Курсы английского продлились надолго, и настолько надолго, что я уже пустил корни здесь, и осел, в принципе, и живу полноценным движением американского сообщества. Скажите, пожалуйста, а вот вы в Казани на кого учились? В Казани я очень долго думал, на кого учиться. Во мне боролось две стези, скажем так. С одной стороны, я хотел пойти в IT, технической специальности, а с другой стороны, меня тянуло творчество, потому что в школе я играл в ВН, участвовал в творческих мероприятиях. И в целом мне нравится фильм, мне нравилась режиссура в целом, как она устроена. И театр нравился, и фильмы, в принципе, нравились, как это все работает. И в итоге я решил поступить на Казанский государственный университет культуры и искусств, на факультет театрального искусства. И там я, в принципе, сел, и творческая часть меня переборола, скажем так. А в каком вы городе сейчас в США проживаете, в каком штате? Сейчас я проживаю в городе Тампа, это штат Флорида, это самый южный штат США. Такой в виде полуострова находится, и он это часть центральной Флориды. Скажите, пожалуйста, почему вы именно тот штат выбрали? Или вы не выбирали сами, вас по работе отправили? Изначально я переезжал в город Питтсбург, это в штате Пенсильвания. Я там прожил 5 лет, и там же я, в принципе, отучился на айтишника, и с тех пор я работаю айтишником с 2016 наверное, годов. И в принципе, я начал думать, Питтсбург оказался мне слишком маленьким и холодным почему-то. А Флорида — это пляжи, это пальмы, и в целом мне там очень нравилось. И поэтому я решил, что надо искать места потеплее. И когда я начал искать работу в более южных штатах, в более теплых штатах, подвернулся город Тампа, и у меня получилось там найти работу. И, в принципе, я долго не думал, и мы с женой сразу же поехали в Тампу. Расскажите, пожалуйста, какие сложности возникают у приезжих? Сложности, наверное, у всех одинаковые. Многие люди, которые приезжают в США,
это культурный шок. Это первое, конечно, бывает, это все абсолютно другой мир, абсолютно другая вселенная, абсолютно другие люди, менталитет разный, в целом отношения друг к другу очень разные. Вторая проблема – это язык, потому что язык – это люди все равно в какой-то мере учат английский у себя дома, но когда приезжают в Америку, их язык, они не могут в целом коммуницировать с местными жителями настолько хорошо, потому что нужно время, чтобы понять некоторые акценты, некоторые сленг, там нужно понять, как это все работает, некоторые термины там банковской сферы, там, государственной сферы, вот это все занимает некоторое время. Ну и, разумеется, работа. Очень сложно, например, человек, который приехал в Америку без хорошего английского, найти хорошую работу сразу же с местных карьер, скажем так, устроиться в хорошую компанию. И поэтому обычно людей это занимает пару лет, чтобы английский нормально подтянуть и в целом резюме свое там нормально подделать под американский маркет и найти работу в целом занимает некоторое время. Мне кажется, это самый большой, скажем так, челлендж для новоприбывшего. И если, например, даже такие люди, в моем случае, например, я переезжал, я уже, в принципе, знал людей, которые там живут, и они мне помогали первое время, там, мои друзья, которые там, из Питтсбурга, с которыми я познакомился до этого. А многие люди переезжают вообще без знакомых, без друзей, им приходится вот эти все волокиту, бумажную волокиту, съем жилья, там, открытие карточек банковских и в целом документация и легализация получения вид на жительство, им приходится идти по этой тропе самим, и поэтому очень сложно бывает иногда мигрантам одним это осилить. Скажите, пожалуйста, вы сейчас уже являетесь гражданином США? Да, я получил гражданство в 2018 году, и с тех пор я приехал в США. А расскажите, пожалуйста, какие люди, вот, да, какие американцы, какие, например, ваши соседи? На самом деле Америка – это неоднородная страна, она очень большая страна, тут живет 330 миллионов человек, и люди разделены в целом по границам, по разным штатам разделены. Есть и южане, северяне, есть, там, например, западные люди, там, есть там Midwest, там есть разных профессий люди, есть там, например, если мы имеем в виду штат, например, Калифорния, который находится на западе, они там более такие либеральные взгляды, они привыкли к иммигрантам, потому что иммигранты там очень много приезжает иммигрантов, они очень со многими людьми общаются, в принципе, они открыты к общению, скажем так, и они, для них иммигранты это не новая вещь, они ее видят каждый день. Если, например, скажем так, Midwest, такой центральная часть Америки, туда иммиграция очень такая маленькая идет, потому что там больше фермерская такая аграрная культура развита, и поэтому они в целом к иммигрантам не очень часто видят, поэтому они в целом могут настороженно относиться к иммигрантам. Нью-Йорк, например, это вообще целый иммигрантский город, северо-восток Америки, скажем так, там вообще иммигранты это обычная вещь, просто каждый год, мне кажется, Нью-Йорк принимает там до 100 тысяч человек, там новых приезжает в Нью-Йорк, не только иммигрантов, из других стран, а просто из разных штатов Америки люди приезжают. Ну, мне кажется, в общем и целом нет прям такого негативного отношения к иммигрантам, потому что Америка – это страна иммигрантов, сюда все время миграция шла. В целом они знают, что ты здесь приехал, чтобы добыть пищу, скажем так, семью расти, в целом быть членом общества. Если ты понимаешь законы американского общества, они к тебе относятся очень позитивно, и в целом всегда тебя поддерживают, всегда здороваются, и всегда готовы помочь, если у тебя какая-то проблема. Ленар, вот скажите, пожалуйста, вы назвали сложности, да, там относительно работы, жилья, документов, но вот в чем заключаются все-таки сложности жизни в Америке, да, и в каких аспектах гораздо проще, чем в России жить, например? Ну, здесь, не знаю, в России я прожил как самостоятельный человек не очень долго. Я там большинство времени я был школьником, потом я был студентом, скажем так, и мне не пришлось познать эти все виды, например, покупки квартиры в ипотеку, например, или покупки машины в кредит. У меня такого не было опыта, скажем так. Я знаю, что в Америке на ипотеку и кредит процент пониже, чем в России. Из слов друзей я просто могу сказать, что это большая проблема. Но жилье как бы большая проблема. В России уж как бы найти хорошее жилье, достойную цену, и зарплата это уж сама собой.
Но в России, кстати, очень плюс в том, что в России очень развит общественный транспорт, в Америке общественный транспорт вообще не развит, вообще. То есть, кроме как А больших почему? городов. С чем это связано? Во-первых, большие города, как, например, Нью-Йорк или города севера, они в целом, у них еще какой-никакой есть общественный транспорт, потому что города старые, они давно развивались, и они, в принципе, шли в ногу со временем. Если в мире там придумали метро, то они тоже старались метро, например, делать, как Нью-Йорк, например. А, например, Южные Штаты, они изначально, мой штат Флорида, они изначально строились по принципу, скажем так, для аграрных целей, там, для что-то делать, и там, в принципе, таких таковых городов больших не было никогда. Там были маленькие городишки, где, в принципе, ты мог там от одного конца города до другого конца города там, где-то за полчаса дойти. Но в Южных Штатах уже еще очень тепло, очень жарко, и поэтому люди в целом, они на машине катались, или на лошадях, там, что-то такое. Когда Мгм. уже, вот, например, наш штат Флорида, и в нашем штате до 50-х годов вообще очень мало населения было, и очень малые там кучки, люди прямо расселялись по землям, по маленьким городам, и обычно, например, люди приезжали в маленький город, они покупали землю там около города, и там, они занимались частным фермерством. После 50-х годов начали стремительно развиваться города, потому что изобрели, скажем, AC, кондиционеры, и изобрели кондиционеры, поэтому вот Калифорния, такие теплые места, где нет снега, они начали стремительно развиваться, начали строить, скажем так, очень много домов, очень много жилья, и там уже, в принципе, не оставалось никаких там мест, чтобы построить метро или там автобусы. Люди, и в то же время в 50-х годах там же машинная промышленность, автомобильная промышленность пошла наверх, и люди просто находили более полезным кататься на машине, тем более машина была вполне доступная вещь, все могли ее купить. И поэтому вот Мгм. изобретение кондиционеров, изобретение машин, это, в принципе, было, наверное, противопоставляло созданию общественного транспорта, потому что люди предпочитали просто купить машину, а не кататься на транспорте, и в целом город сам тоже голосовал против транспорта, потому что они думали, что там, ну, люди же машины есть, там жилье есть, они могут, в принципе, Мгм. кататься. Поэтому с тех пор в Америке все еще очень сложно надеяться на транспорт, потому что транспорт ходит раз там, в час, например. В больших городах это как бы работает. Я знаю, вот в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Бостоне, может быть, города, которые я был, в Сан-Франциско, там транспорт, например, более-менее развит, более-менее, я бы сказал. Например, в Лос-Анджелесе там живет там 15 миллионов человек, там общественный транспорт вообще очень слабо развит, там без машин вообще никак. Из-за этого появляется очень много пробок, и вот, в принципе, в таких больших городах, как южных городах, скажем так, где нет снега, да, скажем так, в теплых местах, или там Майами, или вот, Лос-Анджелес, или Атланта, тоже большой город, Хьюстон, Даллас, вот там очень большие пробки, и вот, городская мэрия вот, пытается решить проблему с пробками, потому что транспорта никакого нет, люди все покупают машины, и города разрастаются, там некоторые города растут там, по 10-15% в год, и не хватает просто дорог, трасс, чтобы это все осилить. И люди, города разрастаются же, они подальше от центра города, поэтому Мгм. чем дальше город уходит от центра города, тем больше людей в центр едет на работу, и поэтому это большая проблема в США, и мне кажется, я даже выхода как такового сам не вижу, как это можно сделать, транспорт построить. И мне кажется, это будет... Это мы еще узнаем все прелести отсутствия транспорта через лет 30, наверное, 40. В связи с последними событиями, которые происходят в США, до сих пор происходят, вот по поводу протестов, да, вот ходите ли вы на протесты, которые сейчас происходят в США? И вообще, как к ним относитесь, да, учитывая, что вот эти акции сопровождаются там вандализмом, мародерством и нападениями там на полицию? На протесты я не хожу, крайне не был, просто времени нет, и я просто, скажем, не нахожу общего с протестующим, скажем так, потому что я никогда не оказывался в такой ситуации. Например, полицейские, они со мной были всегда добры, как бы, да, может, мне так повезло, поэтому нечего, у меня нет ничего общего, скажем так, с людьми, которые протестуют, с протестующими. Меня удивило, как протест поменял свои формы в течение там, времени.
изначально он начинался там против полицейского произвола, как бы он такой есть. Потом он приобрел формы расового неравенства, скажем так, и просто это все начало уже прирастать людьми с разных кругов, и как-то вот, не знаю, это поменялась свою повестку, скажем так, потому что изначально люди выходили против полицейских, против произвола. И я согласен, если там произвол существует, я видел там в новостях, видно постоянно, что полицейские, они не очень дружелюбно относятся к некоторым, они слишком жестокие в Америке, скажем так, если, особенно если там замешан в криминале каком-нибудь. Потом он просто поменял свою повестку и превратился в борьбу рас, скажем так, и расовое неравенство, и люди, особенно темнокожие, они восприняли это на свой счет, потому что они в целом, ну, у нас ситуация в Татарстане была такая вот примерно, потому что татарский язык, когда отменяли, татары, даже те, кто не говорили на татарском, они это восприняли на свой счет, потому что восприняли это как атаку на свою культуру, на свой язык, на свою, там, на свой лайфстайл, на свою нацию. И поэтому здесь то же самое темнокожие, когда полицейский убил темнокожего гражданина, они восприняли это на свой счет, и поэтому толком вышли на улице. И ситуация еще накаляется тем, что афроамериканцы – это самая важная часть голосов американской политики, потому что все афроамериканцы, там они 90% афроамериканцев голосуют за демократов. Демократам, конечно, это, в принципе, очень важно, что афроамериканцы оставались в их обойме, скажем так, под их влиянием, и чтобы они голосовали за демократов. Поэтому эта вся ситуация, она стала скорее политической, а не, скажем так, не против полиции, она приобрела формы политические, повестка поменялась в течение этого времени. Продолжая вопрос, хотелось бы спросить, почему вот в Америке так остро реагируют вот на этот национальный вопрос? В принципе, просто еще совсем недавно это было, расовая сегрегация, рабство это закончилось в середине 20 века, и рана еще слишком жива, скажем так, еще не зажила. Поэтому люди очень реагируют на это, потому что их бабушки, дедушки, они все еще живы, которые это видели, например, там. Например, если например, белый человек заходил в автобус, темнокожий должен, например, уступать место, например, да, и, например, темнокожим не разрешалось поступать в университеты, где только для белых, например, такие вещи. Например, школы были раздельные, там, для темнокожих и для белых, то есть темнокожим нельзя было жить в районах для белых. То есть это просто было совсем недавно еще, это 50-е годы, скажем так. И это поэтому рана еще жива, и люди очень реагируют остро, потому что они слышали эти проблемы с рассказов, например, своих там, бабушек, дедушек, которые в это время жили, они это все знают, они знают, что такая проблема существует. Скажем так, но расизм как таковой, он на государственном уровне такого не существует больше, расизм. То есть, скажем так, нет препятствий для, скажем так, темнокожего человека пойти поступить в универ, например, там, или найти работу, там, или в целом там обучаться, хорошо учиться, то есть это все есть, такая проблема. Но еще в целом вторая проблема есть. Бытовой расизм, это никто не отменял, то есть люди, например, могут там соседи жить друг с другом, там, то есть он там дома может очень негативно относиться к какому-то человеку темнокожему, и он может в целом воспринимать это все как бы, он там, когда он его видит, он улыбается, там, типа здоровается, а, например, внутри у него там какая-то там ненависть, может, осталась, не знаю. И в целом люди же смотрят новости, и по новостям видно, что люди, ну, по новостям часто показывают, они, конечно, новости тоже не всегда объективные, что, например, черный человек там арестован за, например, кражу, там, за ограбление, то есть людей создается впечатление, что, например, только весь криминал, он исполняется темнокожими людьми, что неправда, как бы, потому что люди на основании там каких-то информаций, которые у них имеется, и лимитированной информации особенно, которая им дается, они могут создавать свой какой-то, не знаю, свою какую-то мысль, что вот темнокожие, они совершают преступления, но это не так, потому что преступления совершают люди разных рас, не только темнокожие. День назад появилась новость о том, что из-за действий сотрудников полиции, вот США, спровоцировавшие, да, протесты как раз-таки, могут привести к упразднению этого органа, да, исполнительной власти, то есть чуть ли не распустить полицию хотят. То есть вас это в СМИ как-то освещают?
Ну, это радикальные люди всегда бывают в толпе, потому что то же самое с протестом, например. Протест – это вообще великолепная вещь. Если выходить на протест, мирно протестовать и в целом выражать свое мнение, это вообще отличная вещь. Это в целом я в целом одобряю протесты, если они мирные, если они там не разрушают там здания, там, не переворачивают машины. Но такое выражение есть на татарском «Кытюда барбукуцирбла», да, вот как говорится, одна хотя бы корова, она испачкана вся как бы разными материями, и в целом среди мирных протестующих, которых большинство всегда бывает там пару человек, которые используют эту ситуацию во благо себя и начинают крушить здания, например. То есть это не значит, что протест, он такой стал, это просто люди такие, которые там есть, они просто воспользуются ситуацией, какие-то вещи делают противозаконные. И то же самое здесь, про полицию, это просто, мне кажется, радикальная часть протестующих. На полицию тратится больше денег, чем на образование, это большая проблема. Потому что многие, например, темнокожие, у них нет доступа к образованию, потому что школы, в которые они ходят, они очень низкокачественные. И если бы, например, больше было бы, скажем так, фандинга, бюджета на образование, то есть у темнокожих, возможно, получился бы шанс выйти в люди, там, поступить в хорошие университеты, найти хорошую работу и выйти из этой бедности. Но вот люди просто предлагают радикальные идеи, мне кажется, ну, вряд ли такое произойдет. Но государство это должно знать, что люди, они недовольны полицейскими в целом бюджетом полиции. То есть государство, получается, ограничивает, да, у темнокожих людей даже в получении образования? Но это не только для темнокожих, это в целом для... тут же все строится на налоги, например. Налоги распределяются по районам. В каждом районе есть школа. Например, люди живут, например, ну, темнокожие, они живут в своем районе, там они зарабатывают очень мало денег, соответственно, они платят очень мало налогов. И, соответственно, от этих налогов уходит очень мало денег на образование, там, на поддержку школ в этом районе, правильно? И то же самое, например, богатый район. Богатый район, конечно, там люди зарабатывают очень много денег, и у них там налоги они платят одинаково, но они платят налоги больше, потому что они зарабатывают больше, и поэтому их школа содержится в хорошем качестве, они могут нанимать учителей получше, они могут какие-то программы придумывать. То есть это такая проблема, скажем так, на всех плоскостях лежит, то есть одним решением это никак не изменить. Теперь расскажите, пожалуйста, чем живет город Тампа, вот в котором вы живете, да, в штате Флорида. То есть мы знаем, что в нем расположены главные серверы одного из ведущих вот энциклопедических порталов, Википедия. И также этот город лет, так скажем, выпускают табачную продукцию. Да, изначально, кстати, город развивался как табачный центр, потому что очень много кубинских мигрантов сюда приезжало, они в целом просто начали развивать табачную продукцию, и в целом еще город знаменит табаками, скажем так. Табачной продукции есть целый район, там, и Бор-Сити, там есть завод остался, который самый оригинальный, который самый сначала построенный. Но город живет не только табачными производствами, город живет медицины, очень много компаний медицинских, особенно медицинских компаний в сфере IT очень много. То есть я вот на одну из них работаю. Очень много медицинских компаний, в целом финансовых компаний очень много банков, там Chase, Citibank. Они сюда переводят свои там подразделения по финансам и по IT. Город хорош, ну штат в целом хорош тем, что тут нет подоходного налога, и поэтому многие компании предпочитают сюда переводить свои компании, города, и тут универы, в принципе, есть тоже, откуда можно нанимать людей. И поэтому люди, компании часто переезжают, и по последним данным, по-моему, как сказать, DMV такая организация есть, которая выдает права и выдает разрешение на рождение. По их данным, в Тампу переезжает каждый день 150 человек. То есть это такой город, который бум. То есть и цены, в принципе, выросли за то время, что мы уже живем, 2 года. Цены выросли. Дом, в принципе, здесь никак не купить, потому что конкуренция за один дом очень большая. Если какой-то нормальный дом появляется на нормальную цену, он, в принципе, уходит за 2-3 дня. Поэтому город становится одним из центров в целом для переездов. Ленар, скажите, пожалуйста, вот если бы вам предложили вернуться в Россию, в Татарстан, вы бы вернулись? Ну, да, Татарстан, я никогда не исключаю такой возможности, потому что Татарстан – это моя родина, и мне там очень нравится жить, и мне там очень нравится бывать. Я с удовольствием туда приезжаю, навещаю там родителей, родственников, друзей.
Мне там очень комфортно в Казани, я чувствую себя так же дома, как в Балтасях или так же, как в Тампе, то есть я, в принципе, там все знаю. Поэтому при определенных обстоятельствах, которые могут сойтись, мне кажется, это вполне реально. Скажите, пожалуйста, что американцы вот знают о России, о Татарстане? На самом деле, очень много информации в целом по России по телевизору дается, потому что Россия в целом, последние выборы были, там Россию обвиняли очень многие. Россия залезла в выборы и помогла Трампу выиграть, но из-за этого цитируемость России, как скажем, выросла. И когда вот борьба за выборы шла, и мой коллега, они прям считали своим долгом поддеть меня и сказать, что я там российский шпион, что-то такое. Они шутили на это постоянно. Ну, в целом, американцы, они очень закрытый в плане информации народ, потому что если про Россию им не говорят, в школе там про них ничего не говорят, в целом история не изучается российская школа, в школах, там, университетах они, в принципе, ничего не знают. Они там знают, что есть Россия, да, там, что там большая страна, да, она где-то там в Европе, и на этом все. Про Татарстан подавно, то есть люди в целом не знают. Но если, например, я встречаюсь с человеком новым, и я его вряд ли когда-то увижу, и он спрашивает, типа, ой, откуда у тебя твой акцент, типа, откуда ты приехал? Я всегда говорю, типа, что я там из России, там есть Татарстан, республика, у нас там свой язык, своя культура. И они типа, окей, говорят. А если, например, друзья, которые близко, с которыми я постоянно общаюсь, на работе, например, там, коллеги, или людьми, которыми я постоянно поддерживаю связь, они знают, что я из Татарстана, они знают, что я татарин, они знают, что есть такой город Казань, что там живут татары, там мусульмане, они отличаются от русских. Ленар, я не могу не спросить, да, в связи с последними обстоятельствами во всем мире, какая у вас сейчас обстановка в связи вот с коронавирусом, да? Правда, что он у вас исчез вот из поисковых запросов? У меня близких не было, кто заболел. Я бы не сказал, что такие люди были. Но коронавирус, некоторые штаты уже начали открываться. В целом еще, я думаю, пару месяцев точно надо будет держаться в таком степени полуоткрытия, полузакрытия, скажем так. То есть полностью еще никто, по-моему, не собирается открываться. Наш штат открыли, по-моему, раньше всех. Ну, ковид, он как бы есть, просто он ушел с повестки. Я пару дней назад проверял информацию по ковиду, в принципе, все не вышло. Какая обстановка вот именно в вашем городе, да, где вы живете, вот во Флориде, в штате? У нас пляжи открыты в нашем городе, парки открыты, люди гуляют по паркам, люди ходят на пляже. Рестораны открыты тоже, но заполняемость должна быть, по-моему, меньше 50%. То есть такие вот ограничения есть. Некоторые рестораны тоже вообще не открыты. Магазины, они большие даже не закрывались. Маленькие, по-моему, закрылись. Люди еще работают из дома, многие. Я вот из дома работаю, нам компании сказали, что мы работали из дома там, до сентября еще. Поэтому, вот я знаю там компании, которые в микроштатах, они на новую выдачу будут работать из дома. То есть понятно, что это в скором времени это еще не скоро уйдет. И если есть возможность работать из дома для компании, они будут это всячески тянуть. Ленар, спасибо вам большое за интервью, что уделили нам время.